Это актуальное интервью в студии Сергей Михедов. Здравствуйте. В ТИКСе Булунского района рассмотрены вопросы увеличения объемов перекачиваемой воды и возможности проектирования нового водозабора. В настоящее время водоснабжение поселка осуществляется в штатном режиме. Как обеспечивается безопасность жизнедеятельности в ТИКСе? Об этом и не только. Гость студии Иван Сивцев, руководитель департамента по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения, гражданской обороны и надзора. Иван Андреевич, здравствуйте. Доброе утро. Вот как будут обеспечиваться водой жители поселка Тикси в ближайшее время? Вот какие планы по стабилизации ситуации с водоснабжением? Ну, как вы сказали, на сегодняшний день водообеспечение поселка Тикси осуществляется в плановом режиме. Все запланированные превентивные мероприятия на 2023 год в соответствии с утвержденным планом устойчивого водоснабжения поселка реализованы, завершены в полном объеме. В сентябре месяце завершены работы по перекачке воды с озера номер 1 и номер 2 в озере Мелкое. А также с октября месяца организована перекачка воды залива Ниелова. Ежесуточно объем воды составляет где-то порядка 1500 кубометров. На самой теле дамбы в целях минимизации фильтрации воды завершены работы по установке замораживающих устройств в количестве 100 единиц. А также, как сказали, сейчас уполномоченным органом в лице Министерства ЖКХ прорабатывается вопрос строительства нового водозабора в поселке. То есть проблема находится на контроле, она постепенно решается? Да, проблема находится на высшем контроле руководства республики, и на сегодня волноваться нет повода. Вот в связи с тем, что Госкомитет преобразован в министерство, что изменилось в деятельности веренного подразделения? Расширится ли спектр задач, может быть? Здесь что хотелось бы сказать. С учетом последних геополитических событий в целом в стране, возникающими природными катаклизмами, наш глава Арсений Сергеевич принял решение преобразовать Государственный комитет по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения республики в министерстве. Это в первую очередь сделано в целях выработки и реализации государственной политики в области безопасности жизнедеятельности населения. В составе нового министерства перед нами стоят задачи, такие как повышение боевой готовности наших аварийно-спасательных служб, укрепление их материально-технической базы, применение новых методов и подходов к вопросам предупреждения и ликвидации ЧС. Здесь хотелось бы, как пример, привести, совместно с федеральным органом в лице МЧС России нами прорабатывается вопрос применения искусственного интеллекта для мониторинга и прогнозирования паводковой ситуации, что, безусловно, повысит оперативность принятия управленческих решений. Плюс, наверное, улучшится финансирование в любом случае, когда станете министерством. Пожарная безопасность на территории республики, одно из направлений работы министерства. Какова оперативная обстановка с пожарами, и какие работы проводятся? Благодаря принятым комплексным мерам нам удалось достичь снижения основных показателей по техногенным пожарам. Это количество пожаров, гибель людей при пожарах. Если сравнить с 2019 годом, по итогам 2022 года, нам удалось снизить количество пожаров на 30%. Это очень хороший показатель. И на сегодняшний день, с начала года, хотелось бы отметить, что на территории республики у нас зафиксировано 1699 пожаров, где, к сожалению, погибло 62 человека. У нас основным мероприятием по предупреждению пожаров является профилактические работы. Сейчас данное мероприятие осуществляется не только пожарной охраной, но и органами местного самоуправления, организациями, учреждениями, независимо от форм собственности. И важным направлением это у нас является
установка автономных дымовых пожарных извещателей для социально незащищенных слоев населения. Это очень, ну, как бы хорошее направление. Мы с 2019 года уже установили порядка 5000 систем раннего обнаружения пожаров для данных категорий населения. Также у нас и реализован пилотный проект. Это создание муниципальной пожарной спасательной службы, которые могут, ну, как бы реагировать не только на тушение пожаров, но и для проведения аварийно-спасательных работ. Вот этот проект у нас реализован в пилотном районе Верхневилюйский район, и там у нас создано муниципальное учреждение, которое обеспечивает пожарную безопасность в 3 населенных пунктах. И у нас есть вот в ближайшие 5 лет такой амбициозный план, как бы, по реализации вот этого, ну, с учетом эффективности проекта, мы хотим реализовать вот это направление по всей территории республики в населенных пунктах от 500 до 1000 человек с населением. Ну, вот что касается, да, извещателей, вот вы говорите, что с 2019 года началась установка, уже более 5000 извещателей установили. Вот какова практика использования, идет ли у нас ситуация на улучшение благодаря извещателям? Ну, само собой, вот данные устройства показали свою высокую эффективность. Благодаря срабатыванию устройств службами пожарной охраны ликвидированы не один пожар на начальной стадии возгорания, тем самым предотвратили такие большие ущербы. Ну, как бы идем много со временем, можно сказать, да. У нас в рамках цифровой трансформации государственного управления сейчас с Министерством инноваций у нас разрабатывается информационная система техногенные пожары, где также одним из основных сегментов будет интеграция именно таких пожарных извещателей GSM-модулем, что, ну, безусловно, позволит сокращение времени оперативного реагирования. То есть любой желающий гражданин, если купит себе ADPI GSM-модулем, может как бы... получить сообщение, наверное, интегрироваться в данной системе, а данная система уже будет как бы... ну, в работе у пожарной охраны. То есть на пульт пожарной охраны, когда возникнет возгорание, сразу приходит оповещение и быстрое реагирование подразделений. Ну вот если в целом, да, о пожарах, что является основной причиной возникновения пожаров у нас в республике? Ну, основной причиной у нас остается неосторожное обращение с огнем. По этой причине у нас с начала года зарегистрировано 755 пожаров, или это составляет 44% от общего количества. А также на второе место у нас это неправильная эксплуатация электрооборудования, где приходится 397 пожаров, или же 23% от общего количества пожаров. Здесь хотелось бы отметить, что основной причиной гибели людей при пожарах способствовало нахождение в состоянии алкогольного опьянения. Вот очень такой... Ну вообще, каким образом, да, можно обезопасить свой дом? Вот мы говорили, да, об установке ДПИ, а еще вот каким образом? Ну, полностью исключить вероятность возникновения пожара, конечно, очень сложно, но минимизировать последствия, конечно, реализуемо, да? Например, ну, кроме ADP, здесь на втором месте именно в жилом секторе это причина воспламенения электропроводки. Это очень, ну, как бы сказать, слабое место. Люди порой с целью экономии средств, финансовых средств, игнорируют, ну, такие банальные как бы требования, да, установки электрических сетей. Вот если при неправильном подборе кабеля, ну, там сечение, провод при нагрузке нагревается, плавится, ну, изоляция, тем самым, ну, как бы воспламеняется и переходит как бы на пожар.
Мгм, мгм. Поэтому стоит ну, как бы обратить на это особое тщательное внимание. Ну да, и особенно при прокладке до проводки, может быть, да, конечно, пользоваться качественными проводами, ГОСТовскими. Ну вот, а вообще, как правильно эксплуатировать печи, да? Вот вы говорите про электрооборудование, мы уже поговорили, а вот про печи. Ну, электронагревательные печи, например, да, вот, у нас есть, ну, как бы в каждом оборудовании есть инструкция по применению. Вот электронагревательные приборы имеют свой срок эксплуатации, да. В среднем это составляет от 3 до 10 лет. Эксплуатации, как бы дальнейшей эксплуатации вне срока как бы действия может привести к печальным последствиям. Обязательном порядке должны соблюдаться меры, ну, как бы правила установки. Это все в техническом паспорте оборудования, электронагревательных приборов и тому подобное. Все буквально расписано. Поэтому надо придерживаться установленных правил. Мгм. Ну вот поговорим о межсезонье, да, у нас долгое время в этом году открывались автозимники, ледовые дороги, да, мы знаем о происшествиях, о нескольких случаях, да, когда автомобили проваливались под лед. Вот какую работу ваше министерство ведет в этом направлении? Как боретесь, да, как предупреждаете происшествия на водных ледовых объектах? Ну, здесь надо сказать, что у нас в текущем году ну, как бы, зима теплая, поэтому наращивание толщины льда идет медленно, поэтому выезд на лед разрешается только санкционированно, где ну, как бы, с разрешенной массой. Да? Ну, ежегодно по вопросам обеспечения безопасности людей на водных объектах у нас в начале года принимается план на текущий год, где в рамках данного плана у нас проводится, например, если по льду взять, да, у нас межведомственная акция проводится «Безопасный лед», в котором участвуют не только органы исполнительной власти и органы местного самоуправления, но и федеральные органы исполнительной власти. Проводятся межведомственные рейдовые мероприятия, ну, устанавливаются искусственные ограждения для несанкционированных, ну, в местах, возможно, несанкционированного выезда на лед. И, ну, и проводится профилактическая работа. Большая. Мгм. Ну что ж, Иван Андреевич, большое спасибо, что нашли время, пришли к нам, ответили на наши вопросы. Желаем дальнейшей успешной работы на благо нашей республики. Спасибо. Я напомню, вы смотрели актуальное интервью. Оставайтесь на нашем канале.